Более 1000 компаний самых разных регионов России и зарубежных стран приехали сюда на ВДНХ со своими достижениями. Здесь есть все – и хлеб, и мясо, и морепродукты. Одним словом, глаза разбегаются. Абхазия принимает участие в этой выставке уже в 6-й раз. Традиционно наша страна представляет качественную сельхозпродукцию, алкогольные и безалкогольные напитки и большой ассортимент абхазских вин. В этом году организаторы не только разнообразили ассортимент, но привезли новую, еще не представленную на российском рынке продукцию – душистый абхазский мед. Задача была последние 2 года вывести на рынок России начинающие компании, небольшие начинающие компании, чтобы они нашли здесь своего покупателя. У нас это получилось с небольшими предприятиями, которые производят варенье, джемы, компоты, вы об этом знаете. В этом году мы решили поступить немножко по-иному. Мы хотели больше сделать ставку на деловую часть программы, потому что деловая часть «Золотой осени» незаконно обойдена вниманием. Да? Здесь проходят форумы, здесь проходят совещания, здесь проходят конференции, касающиеся сельского хозяйства. «Золотая осень» – это масштабная площадка, на которой выставляют сельхозпродукцию самые крупные предприятия. Аграрный форум в этот раз объединил на площади более 300 тысяч квадратных метров сотни экспозиций. Это 19-е по счету мероприятие такого рода. Это достаточно масштабное мероприятие, которое объединяет всех производителей регионов России. А так как рынок сбыта абхазских товаров в основном российский, для нас очень важно представлять наших предпринимателей, продукцию наших предпринимателей на такого рода площадках. В этом году представлено 15 абхазских компаний, производителей сельхозпродукции, переработки сельхозпродукции. И в этом году все расходы, связанные с представлением продукции абхазских предпринимателей, взяло на себя государство в рамках правительственной программы стимулирования экспорта. В этом направлении у нас уже есть определенные наработки. Я имею в виду, что и объем экспорта на российский рынок увеличится из года в год, и линейка экспортных товаров, позиции увеличивается. Я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении, и необходимо только наращивать вот такого рода мероприятия. Организацию абхазской экспозиции на этом крупном аграрном форуме правительство каждый год поручает торговому представительству Республики Абхазия в Российской Федерации и Международному культурно-деловому центру. Выставку традиционно открывает глава российского правительства Дмитрий Медведев, который обращается с приветственными словами к собравшимся и награждает передовиков в отрасли. У нас в предыдущие годы были достаточно серьезные успехи, все об этом знают. В этом году мы решили сделать акцент на деловой составляющей форума, на участии в обширной деловой программе, на обсуждениях и подписаниях соглашений. Мы пытаемся создать серьезное новое экспортное направление. Не секрет, что Абхазия славится своей продукцией, своим медом. И я думаю, что это будет серьезнейшая экспортная позиция, которая сыграет достаточно важную роль и в деле насыщения нашего бюджета, и поможет нашим сельхозпроизводителям. Мы создаем мощный инструмент для участия Абхазии в таких экспортоориентированных процессах. Нашу экспозицию посетило много людей. Одни приходили, чтобы распробовать сладкие газированные напитки, другие просто, чтобы признаться Абхазии в любви, третьи за искрометными зажигательными танцами абхазских горцев. Экспозицию Абхазии посетил и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Всего 5 минут, но и за это короткое время главы 2 сельскохозяйственных ведомств Абхазии и России успели обсудить ряд важных вопросов. Александр Николаевич, уважаемые, абхазцы вас любят. Вопрос главный, да? Да. Последний вариант, по вашему указанию, мы ориентировали весь готовый список, согласован и все. Все вам я звонил 2 дня назад, что внесли поправки в бюджет, то, что выделили 150 миллионов, для того, чтобы по технике. «Золотая осень» известна тем, что не забывает и про потребителей. Люди привыкли, что здесь можно попробовать и купить самые качественные продукты. Абхазский мед не просто привлек внимание. Гости форума выстроились в очередь, чтобы его испробовать. Вот я видела, вы пробовали мед и даже немножко взяли. Понравилось? Очень.
Ну, а почему именно абхазский мед? Ну, потому что это вот первый цитрусовый, светлый, он содержит акацию, которую я очень люблю. Это сборный мед, но акация здесь присутствует. Как вам? Я без пробы беру. Без пробы? Почему? Да верю, что хорошее. То есть вы раньше когда-то пробовали абхазский мед? Когда-то, когда приезжала. Выставка будет работать еще несколько дней. Организаторам предстоит подписать множество важных документов, встретиться с руководителями крупных предприятий ради одной цели – вывести качественную абхазскую продукцию на российский и мировой рынки. Нисфаршба, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение, Москва.